День. Сегодня я, Березинская Абилова Елена, пришла к вам. У меня 25 вопросов, которые мы собирали, проводя мониторинг социальных сетей, встречались с предпринимателями, и волнуют вопросы все-таки по всеобщему декларированию и мобильным переводам. Подскажите, пожалуйста, какая должность у вас? Добрый день, Елена Николаевна. Спасибо за то, что вы всегда уделяете таким актуальным вопросам внимание именно в части налогового законодательства. Мы с вами уже на протяжении многих лет работаем. Я являюсь руководителем управления разъяснительной работы и контакт-центра Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области. Перейдем к вопросам. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, для чего нужно всеобщее декларирование? Какие цели и задачи? Да, на сегодня один из самых актуальных вопросов – это по всей Республике Казахстан повсеместно всеобщее декларирование. Всеобщее декларирование, давно речь идет об этой системе, о том, для чего оно нужно. Мы уже очень много лет говорим об этом. И, конечно же, основная задача внедрения этого всеобщего декларирования в Республике Казахстан – это, конечно же, обеспечение справедливого налогообложения, борьба с коррупцией, опять же, снижение уровня теневой экономики и, конечно же, установление единого механизма контроля за налогообложением доходов физических лиц. Не секрет, да, что у нас есть, получается, большой уровень коррупции, есть уровень большой теневой экономики, да, то есть прослойка очень богатых людей, да. Соответственно, есть те, которые осуществляют вывод капитала за рубеж, да, соответственно, вот в этих целях, вот эти задачи внедрения всеобщего декларирования у нас в Казахстане. Вот такие вот. Спасибо. Следующий вопрос. Кто должен представлять декларации? Декларации у нас, получается, должны представлять физические лица, именно граждане, да, физические лица. И с 2021 года, поскольку у нас внедрено было всеобщее декларирование, то сама система всеобщего декларирования она подразумевает 4 этапа. Значит, на первом этапе с 2021 года в эту систему всеобщего декларирования, получается, у нас зашли государственные служащие и приравненные к ним лица. Это на первом этапе 2021 года. Значит, на втором этапе с 2023 года у нас в систему всеобщего декларирования зашли уже работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора. Ну, то есть это тоже большое количество людей, которые работают в бюджетных организациях. Да? Это система здравоохранения, образования, ну и другие сферы. И вот уже получается в этом году, это вот третий этап всеобщего декларирования, значит, с 2024 года у нас заходит бизнес. То есть это руководители, учредители, участники юридических лиц, а также их супруги. И индивидуальные предприниматели и их супруги. То есть везде, на всех этапах граждане, которые являются участниками определенного этапа, они сдают как за себя, также и сдают их супруги за себя. То есть на первом этапе работники госслужащие, приравненные к ним лица, а также их супруги. На втором, получается, работники бюджетных организаций, госучреждений, квазигоссектора, их супруги. И на третьем в этом году это предприниматели, их супруги, руководители, учредители, участники физических лиц, их супруги. И вот уже в следующем году, с 2025 года, у нас наступает следующий, последний этап, 4-й. Здесь зайдут в эту систему всеобщего декларирования все оставшиеся категории населения. То есть это уже и в том числе и домохозяйки, студенты, получается, пенсионеры, значит, все совершеннолетние граждане возрастом свыше 18 лет.
Спасибо. Вот здесь у нас уже в прямом эфире задают вопросы. И вот у меня как раз третий вопрос. Скажите, если руководитель ТО является одновременно индивидуальным предпринимателем, надо ли ему сдавать две декларации формы 250-00? Нет, значит, если он руководитель юридического лица, одновременно является предпринимателем, то это одно лицо физическое, которое обязано сдать при входе декларацию формы 250, декларация об активах и обязательствах, с последующим потом ежегодным представлением формы 270. Две декларации сдавать не нужно здесь, в этом плане. Следующий вопрос уже от подписчика. Значит, еще один вопрос. Обратиться в налоговую городскую, кто может сдать? Или нам что нужно разъяснить, куда обращаться? Вот. Спасибо за вопрос. Да, мы сейчас, как департамент, открыт во всех направлениях для разъяснения, так и территориальные наши управления, это повсеместно по Республике Казахстан, все открыты. В департаменте непосредственно у нас есть контакт-центр 1414, то есть 3 оператора, которые сидят на телефоне, в наушниках и дают консультации, то есть в рабочее время с 9 до 6:30. Поэтому можно будет позвонить 1414 добавочный 3 и получить консультацию. Можно будет обратиться прямо непосредственно в территориальное управление наших государственных доходов, придя туда. Там есть кабинеты отдельные и специалисты, которые за столиком, значит, специально разъясняют и помогают заполнить декларацию. Сейчас у нас на первом этапе форма 250. То есть с этим проблем никаких нет. Кроме того, можно будет получить консультацию онлайн, то есть тоже не выходя из дома, из кабинета. Мы по среду, каждую среду и каждый четверг еженедельно уже более 2 лет, даже 3 года проводим консультации по заполнению. В среду это по форме 250 в 11 часов Zoom-конференция, а в четверг, получается, в 11 часов по заполнению формы 250, тоже Zoom-конференция. Идентификатор и пароль у нас не менялся на протяжении 3 лет, он один. Анонс по данному мероприятию мы публикуем за день в своих соцсетях. Поэтому можно будет зайти, посмотреть и по идентификатору и паролю зайти к нам, получается, на Zoom-конференции, получить консультацию. Кроме того, действуют рабочие телефоны, непосредственно наш телефон управления разъяснительной работы. Если у вас будут вопросы, мой телефон можно будет позвонить 70 04 59 по вопросам тоже заполнения, любым вопросам налогового законодательства. Значит, и есть 70 12 56, где тоже мы разъясняем. Есть у нас и WhatsApp ДГД департамента 8 701 602 73 44, тоже можно будет написать вопрос. Ну и письменно обратиться через ЕУТНИШ по разъяснению того или иного вопроса в рамках налогового законодательства, в том числе всеобщего декларирования. Гульмира Камильевна, вот следующий вопрос. Значит, от подписчика. Задавали вопрос Казанцеву. Он говорит, что нет, вот хотим задать вопрос представителю налоговой. Будет ли спрос за прошлое? Нет, нет, за прошлое спроса не будет. То есть, смотрите, вы сейчас, когда входите в эту систему всеобщего декларирования, вы фиксируете свои активы и обязательства на 31 декабря 2023 года. Вот то, что у вас имеется, там, допустим, за рубежом, в Казахстане, да, сейчас мы более подробно поговорим. То есть все это мы не спрашиваем, откуда это. Вы зафиксировали свои, там, получается, наличные денежные средства, деньги на банковских счетах, активы, обязательства. Все, идет фиксация. Но вот дальнейшее уже приобретение, допустим, да, имущества, нужно уже будет, конечно же, подтверждать, да, своими доходами, полученными потом, в последующем. И как раз-таки ваши вот эти зафиксированные активы и обязательства, они будут точкой отсчета. То есть дальше налоговые органы будут администрировать уже путем, получается, суммирования, исходя то, что у вас имелось при входе в систему всеобщего декларирования, то, что вы получили за отчетный год в виде доходов, там, допустим, и то, что купили дорогостоящее какое-то имущество. То есть здесь уже будет произведен такой вот мониторинг. Вот еще спрашивает подписчик.
Задайте, пожалуйста, вопрос. Если указал 34 миллиона 500 тысяч в декларации, депозит, то будут спрашивать, откуда эти деньги. Мы же понимаем, что это легализация. Но будут ли спрашивать? Нет, не будут. То есть не будут То спрашивать. есть вы имеете в виду депозит? Депозит. Там по депозиту как бы такого ограничения суммового там нет. То есть мы говорили о том, что, смотрите, в декларации у нас форма 250, ну, похоже, уже придется уже говорить, да, о форме 250. Значит, здесь заполняются наличные денежные средства в сумме, не превышающей предел. То есть если в этом году сдаем по состоянию 31 декабря 2023 года, то это МРП 3450, соответственно, сумма 34 миллиона 500 тысяч тенге. Это наличка. Да, вот вы отражаете наличку, наличные денежные средства, и к вам вопросов не будет, откуда эти наличные денежные средства. Но этот предел, он обязательный, то есть свыше вот этой суммы там показывать не надо, то есть в декларации формы 250. Поэтому мы рекомендовали налогоплательщикам, очень много проводили семинаров, чтобы излишние суммы, если имеются наличные, положили на счет, на депозит в банк. То есть такая была рекомендация, да. То есть спрос, откуда у вас деньги на 31 декабря 2023 года, откуда источник приобретения там активов, не будет. Следующий вопрос. Есть еще один вопрос. Если есть депозит или мы получаем проценты в банке, эти проценты нужно указывать в 270 форме или нет? И нужно ли за них платить проценты? Так, ну мы, похоже, уже перешли далеко. Да. 270, да. Угу. Давайте для остальных подписчиков скажем, да, что вступление, то есть, да? То есть здесь нужно будет обратиться по телефону, еще раз скажите, какому, проконсультироваться. Угу. Ну, я могу и сейчас ответить сразу. Да. Давайте. То есть, смотрите, ситуация такая, уважаемые подписчики, сама система всеобщего декларирования, она состоит из двух деклараций. То есть это форма 250, декларация об активах и обязательствах. Она сдается, получается, один раз при входе. Вот все, сдали ее, показали свои активы и обязательства на 31 декабря 2023 года. Вот. А далее уже в последующем идет представление ежегодно. Допустим, вы в этом году сдали, участники третьего этапа, декларацию формы 250 по состоянию на 31 декабря 2023 года. Да? В следующем году, уже получается, начиная с 1 января 2025 года до 15 сентября, вы должны будете сдать декларацию в форме 270. Она уже сдается за 2024 год. То есть далее, потом, допустим, в 2026 году вы будете сдавать ежегодно также декларацию формы 270 за 2025 год, в 2027 за 2026 год. То есть она вот такая вот будет ежегодная форма 250, она сдается здесь вами один раз, ну, за исключением там дополнительной формы, да, или кандидаты какие-то, депутаты там, каким они тоже иногда сдают при вступлении как кандидаты. Соответственно, смотрите, в этой форме 250 произошли изменения. Мы уже зашли вперед, так скажем, да? Значит, форма 270, она буквально недавно вот вышла с учетом изменений от 29 марта, приказ министра финансов, где исключили вот эту строчку «доходы, облагаемые источника выплаты, подлежащие налогообложению». То есть доходы у источника выплаты – это в том числе проценты по депозитам, вознаграждения, дивиденды. Соответственно, в 270 форме вот эти вот уже в эту строчку, поскольку ее там нет, там ее уже заполнять уже не нужно будет. Вот, именно зарплата, то есть пособия, какие-то алименты, дивиденды, вознаграждения по депозитам. Соответственно, вы не отражаетесь, по ним, получается, налоговый агент обязан удержать у источника выплаты. Но у нас проценты по депозитам идет по ним корректировка по 341 статье Налогового кодекса, поэтому они не облагаются у граждан Казахстана. Спасибо. Следующий вопрос. Если индивидуальный предприниматель не работает и не успел закрыться, надо ли ему сдавать эти декларации? Да, хороший вопрос. То есть, смотрите, получается, вот это вот обязательство по представлению формы 250, оно распространяется на лиц, которые являются руководителями, учредителями, участниками юридического лица, либо
а также их супругами, и индивидуальных предпринимателей и их супругов, которые являлись таковыми на 1 января года представления декларации. То есть на 1 января 2024 года это участники третьего этапа, да, сдают декларацию формы 250. Значит, если предприниматель не успел закрыться, ну, то он не работал, бездействовал, либо приостановил деятельность в прошлом году, и он остается таковым, получается, на 1 января этого текущего года, 2024 года, то у него обязательство все-таки возникает по представлению в этом году декларации формы 250. Причем очень важно сообщить здесь, чтобы не было потом ошибок. Дело в том, что вот в этой форме 250 нужно будет указывать год 2024 для участников третьего этапа, не 2023. Указав год 2023, форма будет считаться непредставленной, хотя она сдается как бы по состоянию на 31 декабря 2023 года, поскольку она фиксирующая, как бы фиксирует активы обязательства на 31 декабря 2023 года. Спасибо. Следующий вопрос. Нотариусам, адвокатам в этом году надо сдавать отчеты? Поскольку лица, занимающиеся частной практикой, ну это вот нотариусы, адвокаты, медиаторы, судебные исполнители, они не являются предпринимателями, а просто физические лица, да, соответственно, они зайдут во всеобщее декларирование в следующем году, на 4-м этапе, то есть в 2025 году. Будет такое обязательство. Спасибо. Если супруга индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица не резидент и никогда не приезжала в Казахстан, надо ли сдавать отчетность? Да, в соответствии, это такой на сегодня актуальный вопрос, в соответствии с действующим налоговым законодательством у нас нет каких-то льгот для такой категории лиц. То есть резиденты и нерезиденты, если являются таковыми, то есть на 1 января 2024 года, руководителями, учредителями, участниками юрлица, а также их супругами, в том числе резиденты и нерезиденты, и индивидуальные предприниматели, аналогично, их супруги, резиденты и нерезиденты, то есть все должны сдавать декларацию. Первая декларация, входная форма 250. И, конечно же, сначала нужно будет получить ИИН на нерезидента. Но в отношении ИИН, как получить на иностранца, это вопрос к органам миграционной службы, то есть нужно обращаться в ЦОНы. Как получить, это уже другой вопрос. Там в этом году тоже есть поправки уже в закон, соответствующие по, получается, миграционной службе, там, закон, по-моему, о национальных идентификационных реестрах, где ИИН теперь нерезиденты могут получить через явочным, то есть через ЦОНы. Через доверенное лицо там этого нет, то есть в этой поправке. И давайте подытожим первый блок вопросов. Кто в этом году должен представлять декларации? Ну, в этом году должен представлять, получается, декларацию это руководители, учредители, участники юридических лиц, а также их супруги и индивидуальные предприниматели и их супруги. До какого числа? Да, хороший вопрос. Значит, декларацию нужно будет представить до 15 сентября 2024 года. Значит, были внесены поправки, если ранее редакция, прошедшая, предыдущая редакция налогового кодекса, она оговаривала представление 2 сроками, то есть не позднее 15 июля, на, получается, бумажном носителе не позднее 15 сентября в электронном виде, то сейчас срок объединили, срок один до 15 сентября 2024 года, не только для формы 250, но и в последующем для формы 270, то есть ежегодно будет дальше представляться в последующих годах форма 270 до 15 сентября. И здесь сразу же хотелось бы отметить, что вот этими поправками было внесено изменение. Если раньше предприниматели, предполагалось, должны были представлять эту декларацию формы 250 по месту своего нахождения, то сейчас все сдают по месту жительства. То есть если предприниматель по месту нахождения, например, в Ридер, зарегистрирован в УГД, да, по городу Ридер, а проживает в Усть-Каменогорске, то он сдает сюда, здесь, в Усть-Каменогорске, значит, на код 1816 свою декларацию. Спасибо. Какие сведения надо указывать в декларации?
Да, вот мы подошли к сведениям, получается. Еще раз хотелось бы напомнить, что декларация форма 250, она фиксирует активы и обязательства по состоянию, получается, на 31 декабря 2023 года, ну, это для участников третьего этапа. И здесь отражается имущество, которое имеется у физического лица, как за рубежом, так и, значит, в Казахстане, да, если есть имущество, но не все имущество. То есть, что отражается за рубежом? Прежде всего, это недвижимость, земля, транспорт, да? То, что подлежит государственной регистрации. Это у нас то, что имеется за рубежом, отражается в Казахстане. Это имущество не отражается, то, что, получается, подлежит государственной регистрации. Далее, получается, отражаются деньги, остатки на банковских счетах в иностранных банках свыше 1000 МРП в совокупности превышающей. 1000 МРП, ну это получается 3 миллиона 450 тысяч тенге. Здесь нужно иметь в виду, что банк может не один быть, а несколько банков, то есть, допустим, в Китае, в Америке, в России. Соответственно, необходимо будет суммировать все остатки. Если сумма превышает 3 миллиона 450 на 31 декабря, то следует отразить в этой декларации. Кроме того, если есть у данного гражданина, данного физического лица, доля участия в иностранной компании, ну, в иностранном капитале, то тоже нужно будет отразить не в казахстанской компании, а в иностранной компании. Это вот то, что касается за рубежом имущества. Что касается имущества, которое подлежит отражению в этой декларации формы 250, как в Казахстане, так и за рубежом, ну, это прежде всего наличные денежные средства. Я вам уже говорила. Здесь есть суммовой предел, то есть шкала. 34 миллиона 500, я запомнила. Это 10 тысяч МРП. Да. Теперь вот, чтобы всем было понятно, даже вот таксистам на яме, которые стоят, нужно ли в декларации формы 250 указывать жилой дом и транспорт в Республике Казахстан? Нет. В Республике Казахстан то, что подлежит регистрации государственной, это недвижимость, жилой дом, транспорт, земельные участки, отражать не нужно, потому что у нас, у налоговых органов государственных доходов есть такие базы данных. Если займ ипотечный банковский, надо ли показывать? Нет, ипотечный займ банковский не нужно показывать. То есть, кроме наличных денежных средств, которые имеются у физического лица, как в Казахстане, так и за рубежом, еще нужно будет показывать дебиторскую, кредиторскую задолженность, если она имеется по состоянию 31 декабря 2023 года. То есть, если, например, предприниматель, ну или, получается, руководитель юридического лица или их супруги имеют долг перед кем-то, это может быть физическое лицо, это может быть юридическое лицо, либо наоборот, юридическое лицо, либо физическое лицо должно данному лицу, то здесь при наличии только лишь нотариального удостоверения показывается данная сумма на 31 декабря 2023 года. То есть нужно будет обязательно нотариальное удостоверение нотариусом. Вот, и в этой связи очень много было вопросов, потому что нотариусы у нас отказывали в прошлом году нотариальное заверение. И поэтому есть письмо Республиканской нотариальной палаты, которое было направлено нам во все департаменты, а также повсеместно нотариусам, о том, что если есть сейчас у человека, допустим, дебиторская-кредиторская задолженность, то можно будет ее заверить нотариально до сдачи декларации, до срока сдачи. То есть в этом году до 15 сентября нужно будет обратиться, значит, с таким договором, который был заключен до 31 декабря 2023 года, для того, чтобы нотариально удостоверить и заверить именно нотариусом. Поэтому... Ну, там, скорее всего, акты сверки должны же быть, да? Ну, то есть да, там определенный пакет документов. Да, то есть, если я вас правильно поняла, то есть если есть дебиторская или кредиторская задолженность на период до 31 декабря, мы должны нотариально заверить и отразить в декларации. Да, если не заверили, то нужно будет заверить сейчас до срока сдачи декларации. Желательно не в последний день, да? Ну да, вообще желательно, вот сейчас рекомендуем, Елена Николаевна, мы сейчас повсеместно говорим, что не надо затягивать со сдачей декларации уже сейчас. Если нужно помочь, мы поможем. Прям явочно подходите, мы поможем сдать декларацию территориального ГД. Потому что там на август откладывать сдачу декларации, это будет нагрузка большая на информационные сервисы КГД.
То есть по Республике Казахстан будут сдавать, получается, сдают уже сейчас, это участники первого, второго этапа, это все государственные служащие и их супруги, да, это бюджетная сфера и супруги. А теперь еще и третий этап. В цифровых выражениях это очень огромная цифра. 4 миллиона человек – это только бизнес по Казахстану. А в целом ожидается 13 миллионов человек должны войти во всеобщее декларирование. Поэтому мы рекомендуем не затягивать. Уже сейчас сдавать эти декларации. Ну, я еще, Ленка, быстро оговорюсь, что еще нужно указать в этой декларации. Можно будет? Конечно. Вот смотрите, очень там получается помимо налички, помимо дебиторской, кредиторской, нужно будет еще указать ценные бумаги, цифровые активы, то есть это акции, криптовалюта, если есть, да. Нужно будет указывать тоже по состоянию 31 декабря 2023 года. Тоже нужно будет указать объекты интеллектуальной собственности. У кого-то, может быть, товарный знак есть запатентованный, у кого-то какие-то сборники книг, стихов, у кого-то, может быть, есть дорогостоящее имущество, какое-то очень дорогое имущество. Ну, дорогие картины, да, иконы могут быть, да? Да, антиквариат какой-то. Совершенно верно, который не подлежит государственной регистрации. И вот по вот этому дорогостоящему имуществу здесь есть условия. Стоимость за единицу товара, она должна не превышать 1000 МРП. Ну, то есть более, наоборот, превышать свыше 1000 МРП. То есть если сумма получается у нас свыше 3 миллионов 450 тысяч тенге в этом году, то нужно будет сделать оценку у оценщика независимого. Причем эту оценку можно будет сделать также вот до 15 сентября, ну, то есть до срока сдачи декларации, по состоянию на 31 декабря 2023 года. То есть обратите внимание, что этот вопрос все-таки к оценщикам. Как делается оценка, ну, вот, и где найти этих оценщиков, да? То есть есть какие-то оценочные компании, нужно будет выяснить, загуглить в интернете. То есть всю оценку имущества должны сделать до 15 сентября, но желательно раньше, чтобы не было наплыва, не толкаться. Желательно раньше, да. И потом еще нужно будет тоже иметь в виду, что в декларации подлежит декларированию инвестиционное золото. Понятие инвестиционного золота у нас в налоговом кодексе предусмотрено. То есть это не то золото, которое обычное, да, там, а золото, которое там соответствует условиям. Там есть монеты золотые, которые по содержанию своему, по уровню каратов, да, там соответствуют этому золоту. Либо слитки золота тоже при соответствии условиям сертификату национальному, либо международному. То есть вот такие моменты. И договор долевого участия, доля в жилом здании. Ну, сейчас многие где-то участвуют, причем заключение договоров ДДУ с застройщиками, да, то есть бронируют квартиры, там, допустим. И, соответственно, это тоже подлежит отражению в декларации формы 250. Как можно представить отчетность и есть ли легкие способы сдачи? Отчетность формы 250 и 270, он одинаковый. То есть нужно будет сдать, можно сдать как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Ну, мы, конечно, рекомендуем наиболее легким способом, наиболее удобным это сдать через мобильное приложение ЕСЛ-Казамат. Решение всех проблем. Мы сами уже как бы служащие сдаем уже с 2021 года через ЕСЛ-Казамат. Если заранее подготовиться, собрать все данные, сдать можно буквально за 5 минут. А само приложение ЕСЛ-Казамат, оно имеет много функций, сервисов, не только сдать декларацию. Сдать декларацию там есть, там сбоку есть профиль, сервисы и функция сдать декларацию. Сдать можно 250-ю, 270-ю, 240-ю можно сдать декларацию, 700-ю. Можно получить сведения по задолженности, по налогу на имущество, налог на транспорт, по местным налогам получается. Можно узнать, сколько причитается к оплате этих местных налогов, тоже увидеть. Можно забронировать очередь в центре оказания услуг территориального управления. Ну и вообще много можно справку получить там об оплаченных налогах и социальных платежах. То есть... А вот как нужно подготовиться к сдаче декларации? Сейчас у многих будет возникать этот вопрос, потому что мы же понимаем, что многие будут пытаться еще и заработать на этом. Вот обычный человек, допустим, уверенный пользователь компьютера, сможет ли он сдать декларацию самостоятельно? Ну, смотрите,
Сдать декларацию, если кто-то не умеет пользоваться, получается, компьютером, приложениями, сдать можно нарочно, то есть на бумажном носителе, заполнить декларацию, направить почтой, но до 15 сентября, до срока представления. Либо обратиться в ЦОНы, то есть да, сдать декларацию в явочном порядке, либо в территориальное управление государственных доходов. Но в электронном виде, мне кажется, сейчас все пользуются, в принципе, очень много, у нас почти, не знаю, все работающее население имеет возможность сдать через мобильное приложение. Сейчас есть мобильные банковские приложения, кстати, Халык-банк, банк Центр кредиты, вот уже Каспи тоже запускает, где тоже можно сдать без АЦП. То есть не используя АЦП, можно сдать на основе СМС-пароля, через СМС, это через банковские приложения, через приложение ЕСАЛ и Казамат. Но если с АЦП, то через кабинет налогоплательщика тоже можно сдать. Еще раз хочу уточнить, самозанятые в этом году не сдают, они в следующем этапе, правильно? Просто граждане, которые Да. не относятся к этой категории, юридические руководители, да, участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги, они сдают в следующем году. Угу. В Да. 25 году. Меня волнует та категория людей, они считаются самозанятыми, они не являются индивидуальными предпринимателями, юридического статуса у них нет. Это ремесленники. То есть вот те люди, которые у нас торгуют на ярмарках постоянно, да, как-то привлекают там вот на базарах, вот это изделия, допустим, из войлока, и там ручной работы. Вот эта вся армия, она пока еще не является индивидуальными предпринимателями. Вот. Мы сейчас в этом году будем проводить разъяснения для того, чтобы все-таки они вступили на правильный и прозрачный предпринимательский путь. Но их вот пугает само слово, да? Вот. Они привыкли творчески трудиться, и вот для них это все очень страшно кажется. Вот я была в Кыргызстане, поделюсь с вами, да? Там есть отличный проект «Одно село, один продукт». Джайка, японская компания, они зашли к нам в Казахстан, у нас тоже есть этот проект. И вот люди, которые хотят развивать предпринимательскую свою деятельность, они активно входят. Но у нас есть еще очень много людей, которые микробизнесом занимаются. Вот. Ну, то есть у них еще есть время подготовиться, да? Хороший вопрос, Ирина Николаевна. Я в этой связи бы, конечно, много бы рассказала, да, но учитывая время, мне хотелось бы, да, в этой связи коротко сказать, что, смотрите, данные лица у нас, если они не являются предпринимателями, просто физическими лицами, то они, конечно же, зайдут в следующем году в систему всеобщего декларирования, сдадут форму 250 деклараций. Но хотелось бы, да, сообщить, что мы для такой категории очень много тоже проводим разъяснительную работу лиц, потому что, да, ЕСП у нас закончил свое действие с этого года, то есть они платили в прошлом году там 1 МРП в областных центрах. В этом году, конечно, нужно будет им призадуматься о том, что сейчас, значит, либо если они не получают, получается, доход у источника, который облагается, да, то есть они где-то не являются наемными работниками, то здесь нужно все-таки обратить внимание, что статья 35 Предпринимательского кодекса говорит о том, что когда, в каких случаях идет обязательная регистрация в качестве ИП, да, если сумма превышает вот этот вот минимум, получается 12 минимальных зарплат, это миллион, там, по-моему, 20 или 40 тысяч тенге, да, при превышении нужна постановка на учет в качестве предпринимателя, да. И, соответственно, зарегистрировавшись в качестве предпринимателя, здесь можно выбрать очень удобные режимы. Наиболее удобным режимом, если вид деятельности позволяет, то это ЕСЛ бизнес, то есть режим с использованием мобильного приложения. Там процентная ставка всего лишь 1% от дохода, то есть он заявляет, причем отчетность не сдается, ККМ не нужно использовать, плата и отчетность, все это автоматом делается в этом приложении. Отлично. Сам функционал он позволяет направить чек ККМ через WhatsApp, либо можно на почту путем нажатия, конечно, кнопочки. Единственное, что есть там соцплатежи, социальные платежи, то есть это ОПВ, социальные отчисления, взносы на СМС, но это идет в свою пользу, да, то есть предпринимателя. То есть а так 1%.
Единственное, что нужно смотреть, что виды деятельности подпадали под эти 32 вида деятельности. Таксисты, вот, кстати, они очень хорошо пользуются, потому что есть деятельность такси, они выбрали очень многие и применяют этот режим 1% всего ставка налога. Те, кто сдает в аренду, к примеру, квартиры, да, то есть дома, таким же физическим лицам, они также могут воспользоваться, в отличие от того, что если они сейчас не платят ЕСП, они обязаны будут платить налог 10%, то есть ежегодно, да, при сдаче 240 формы. А тут, используя ЕСЛ-Казамат, зарегистрировавшись в качестве ИП, процентная ставка очень низка. То есть в Казахстане спецналогорежимы, вот такие вот упрощенные, они предусматривают ставки вообще минимальные, от 1 до 4%, даже с НР розничного налога. Поэтому я все-таки призываю самозанятое население, которое вот таким вот образом работает, зарегистрироваться. Им нужно идти в местный территориальный орган. Да, но если вопросы есть, мы непосредственно можем тоже оказать разъяснительную работу. Вот здесь еще пишут вопросы, вот этот же пользователь, он с процентами банков. И какие телефоны, куда звонить-то? Вот еще раз повторите, пожалуйста. Ну, вот телефон, смотрите, у нас есть контакт-центр, еще раз, 1414, добавочный 3, по любым вопросам. 1414, добавочный 3. добавочный 3. Телефон, смотрите, есть в каждом управлении государственных доходов. Там, где вы состоите на учете, там можно будет найти. Телефон наш департамента, поскольку я работаю в департаменте, лично в нашем управлении, то есть мой телефон 700459, видите, он разрывается здесь, да, консультации, там тоже такие же на аптечке звонят. 701256. Вот. Ну, есть еще WhatsApp, ДГД, мы тоже готовы там отвечать. 8701 602 73 44. То есть обращайтесь. И могут вопросы все отпасть по заполнению, если вы послушаете наши Zoom-конференции. По средам и четвергам. Плюс мы еще, смотрите, проводим ежемесячно, вот Елена Николаевна знает, я каждый раз приглашаю, мы проводим на площадке Атамикен семинары, где аптечники могут подойти явочно, либо через Zoom подключиться. А Zoom ссылку можно будет получить в палате предпринимателей. Мы всегда, либо у нас, тоже позвоните, мы скинем. И мы создаем чаты сейчас, кстати. Ну и на Инстаграм-странице у вас на Инстаграм-странице есть, вся информация есть. Да. Следующий вопрос, 16. Если руководитель ТО сдает в аренду квартиру, получает доход, то где это отражать? Ну вот смотрите, получается, физическое лицо вступило во всеобщее декларирование, да? В этом году, значит, у него на первом этапе чисто декларация формы 250. То есть в этом году, в 2024 году они сдают и показывают в этой декларации свои активы и обязательства на 31 декабря. Имущество, земля, транспорт за рубежом, там, золото и прочее имущество дорогостоящее, то, что есть кредиторская задолженность, наличка. Но у него одновременно есть имущественный доход, который он получил за 2023 год. Если он получил за 2023 год имущественный доход, это, к примеру, доход от прироста стоимости, да, при получается, сдаче, при продаже жилья, да, на собственность в течение года, доход от аренды, да, то есть квартиры, или доход из-за рубежа, значит, все это является имущественным доходом, и нужно будет тогда отразить за 2023 год путем сдачи формы 240 деклараций. Но в следующем году данное лицо должно будет сдавать форму 270 деклараций. Декларация называется о доходах и имуществе. Вот здесь вот эта декларация о доходах и имуществе, она как раз-таки отражает уже доходы, полученные за год. К примеру, участники третьего этапа покажут свои доходы, полученные за 2024 год. Они не будут уже отражать доходы у источника облагаемые, это проценты по депозитам, да, дивиденды какие-то, которые у источника облагаются, зарплата, пенсии, пособия. Они покажут как раз-таки тут доход из источников за рубежом, да, имущественный доход, доход от продажи цифровых активов. То есть вот здесь вот это вот нужно будет показать уже в форме 270. И тогда уже в следующем году форму 240 сдавать не надо. Если вы в этом году сдадите форму 240 за 2023 год, то в последующем вы в 270 форме отразите уже доходы, которые получили за отчетный прошедший год. И вот тут, Елена Николаевна, мне хотелось бы добавить,
В эту форму 270 были внесены изменения также в этом году недавно. Теперь, получается, сведения о приобретении и отчуждении имущества именно в Казахстане отражать не нужно. Только за рубежом сведения о приобретении и отчуждении. А все остальные, остальные это государственные служащие, приравненные к ним лица, а также их супруги, они будут отражать сведения о приобретении, отчуждении, источниках приобретения как в Казахстане, так и за рубежом. Вот такие были поправки внесены. Хорошо, вот здесь еще вопрос по 270 форме. То есть вы можете позвонить в 14:30, и вам ответят. У меня просто еще 14-14. 14:14, нет, если вам, и добавочные 3. Значит, следующий вопрос. Что будет, если не сдавать декларацию в срок или вообще ее не представлять? Да, хороший вопрос. То есть, смотрите, предусмотрена административная ответственность. Это 272 статья, 275 статья. Если на первый раз налогоплательщик, физическое лицо, не представил декларацию, то, получается, у нас на первый раз будет предупреждение. В течение года при повторности, значит, у нас уже штраф возникает, то есть санкция будет уже составлять 15 МРП, это 55 тысяч тенге. При указании недостоверных сведений, там, неполных сведений, на первый раз у нас также предупреждение. При повторности уже в течение года, при совершении такого же правонарушения, то здесь уже будет штраф в размере 3 МРП, там 11 тысяч тенге. Но есть еще 275 статья Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает, значит, процентном выражении размера санкций, это 200% от неуплаченных сумм налогов за сокрытие объекта налогообложения. И при повторности 300% такая санкция составляет. Ну и вообще, смотрите, если человек не представил, получается, декларацию, да, форму 250, он подтвердил, что у него отсутствуют, получается, активы, обязательства на год вступления в систему всеобщего декларирования. И дальше в последующем, допустим, при приобретении какого-то дорогостоящего имущества, то вот это вот приобретение, оно будет все расцениваться как доход, подлежащий обложению по ставке 10%. Следующий вопрос. Как будут налоговые органы проверять доходы физических лиц? Ну, во-первых, смотрите, у нас будет осуществляться камеральный контроль, мониторинг за тем, кто сдал, кто не сдал, да, то есть отчетность. Потом, значит, по заполнению, да, тоже будет камеральный мониторинг осуществляться. В случае каких-то нарушений, выявления отклонений, расхождений будут направляться уведомления. И уже при неисполнении, конечно, потом будут проводиться проверки. А так, для сопоставления данных у нас имеются данные, полученные из-за рубежа, ну, то есть от стран, с которыми сотрудничает наше государство. Если вы говорите, что все граждане обязаны будут войти во всеобщее декларирование со следующего года, то какие гарантии безопасности наших данных? Ведь очень много сегодня мошенников стало. Ну, хороший вопрос, да. Ну, смотрите, этот вопрос, да, очень часто задают. У нас, получается, информационные серверы, то есть системы Комитета государственных доходов, они не выходят в интернет. То есть, соответственно, сохраняются данные. Причем есть информационная служба технической безопасности КГД, которая тоже осуществляет контроль. Ну и, конечно, сотрудники, которые работают, значит, по данным системам, также имеют обязательства по неразглашению таких данных. Поэтому бояться здесь не стоит. До мошенников данной информации не может дойти, потому что она без выхода в интернет. И заканчивая второй, значит, блок вопросов, где можно получить консультацию по заполнению декларации всеобщего декларирования? Ну, в принципе, я уже много сказала, да, об этом, да. Смотрите, на сайте Комитета государственных доходов kgd.gov.kz есть целый раздел «Всеобщее декларирование». Там есть и значит, сама пошаговая инструкция, получается, есть видеоролики, есть правила заполнения, получается, есть форма сама, как форма 250, так и форма 270. Поэтому всю консультацию можно получить там, на сайте. Плюс мы еще территориальные департаменты, управления
постоянно выкладываем у себя в социальных сетях, на сайте всю информацию, касающуюся всеобщего декларирования, ну и других тоже вопросов. Поэтому рекомендую подписаться на наш инстаграм shiko.salyk.kz и получать новостную информацию, в том числе об анонсах, проводимых мероприятиях, где вы можете поучаствовать. И животрепещущая тема. 5 вопросиков у меня. Это по мобильным переводам. Можно ли переводить деньги родным, друзьям, близким? Да, конечно, можно. Это не запрещается осуществлять такие переводы между друзьями, родными, близкими, да. То есть хоть 5 раз в день. Да, в личных интересах, конечно. Потому что вот сейчас очень много детей, которые самостоятельно передвигаются. Мама, допустим, находится на работе, ребенок, допустим, с учебного заведения едет домой, с дома берет сумку на тренировку, поехал на такси, обратно, то есть и у ребенка нет карточки, то есть он не осуществляет сам мобильные переводы, а мама постоянно пополняет, ну, как бы скидывает напрямую деньги там такси, и получается, что иногда ребенку перекидывает какие-то суммы, и вот таким образом она контролирует расходную часть. То есть можно, да? Ну да, когда мы говорим о, получается, мобильных платежах, о том, что у нас в этом году много стало отказов, да, при в использовании безналичных расчетов предпринимателями, да, которые боятся вот этой контрольной какой-то проверки мобильных переводов, то мы здесь говорили и говорим, что мобильные переводы между обычными гражданами, физическими лицами, он остается на том же уровне в рамках, получается, действующего законодательства, закона о платежах и платежной системе, поэтому здесь никаких нет ограничений. Как проверяться будут мобильные переводы, чтобы вот людям было понятно? Ну, смотрите, дело в том, что Республика Казахстан, как и многие другие страны, она, получается, вышла на новый уровень, да, в безналичных расчетах у нас, получается, тоже мы, ну, статистикой такой владеем, за 11 месяцев 2023 года уровень безналичных расчетов составил 86%. То есть все стали пользоваться активно, значит, мобильными переводами, именно вот те года, да, и поэтому в 2022 году, значит, были внесены поправки. Это и в налоговый кодекс, и в предпринимательский кодекс. Прежде всего, это понятие мобильный платеж. Внедрено было именно понятие мобильный платеж. Это платеж, значит, который, это безналичный платеж, с помощью которого физические лица, значит, покупатели могут рассчитываться с предпринимателем за получение там, за покупку товаров, выполнение работы, оказание услуг путем перечисляя деньги через QR-код, через штриховой код на счет предпринимателя. Да? То есть это вот понятие было такое. И в налоговом кодексе тоже была внесена поправка о том, что такое денежные расчеты. Денежные расчеты – это расчеты, которые, значит, использованием предполагают наличных денег, использованием платежных карточек и мобильных платежей. И, соответственно, при осуществлении денежных расчетов продавцы обязаны применять ККМ в Казахстане и выдавать чеки ККМ. И поскольку у нас предприниматели очень многие пользовались мобильными переводами, то есть минуя, получается, свои счета, не отражая доходы в налоговой отчетности, не выдавая чеки ККМ, соответственно, ну, как бы рос уровень теневой экономики, да, так скажем, то есть без отражения, без уплаты налогов, и ущемлялись права налогоплательщиков. Да, то есть вот еще раз вопрос все-таки сакцентируем, да? Предприниматели могут ли использовать мобильные переводы и выдавать чеки? То есть вот мы пришли в овощной, допустим, да, киоск, да, ларек, купили и говорит переводом или там QR-ом. Вот. Нет, при этом кассовый чек мы должны получить или нет? Да, вот получается, да, что вот эти вот все понятия были внедрены для того, чтобы предприниматели в своей предпринимательской деятельности использовали мобильные платежи путем создания счета, открытия своего банковского счета в банках, для того, чтобы, значит, покупатели имели возможность рассчитываться не только наличными деньгами, но и
безналичным путем, и эти деньги, они должны поступать на счет предпринимателя. То есть На счет ИП. ИП предприниматели не могут, соответственно, использовать мобильные переводы. Выдавать они обязаны чек ККМ, поскольку это получается безналичный платеж. Чек ККМ он обязан использовать при осуществлении денежных расчетов. Да, чек ККМ обязан. То есть как только мы положили капусту на весы, нам посчитали стоимость, нам показали, сколько мы должны, допустим, перевести или QR, то у предпринимателя эти деньги должны поступать не на его личный счет, а на счет ИП. На счет ИП, да. На счет ИП поступил, но кассовый чек он нам обязательно все равно должен. Фискальный чек он должен выдать обязательно. Он должен он выдать. обязан это сделать, да. А за невыдачу чека у нас есть административная Вот. ответственность. Какая? Да. Ну, административная ответственность у нас предусмотрена статьей 284, да. За невыдачу чека, получается, у нас на первый раз предупреждение, на второй раз штраф у нас тоже есть. От 15 МРП и выше. То есть и причем статья в КоАПе, которая предусматривает за отказ в использовании устройства это посттерминала, потому что предприниматели также некоторые, которые осуществляют отдельные виды деятельности, должны устанавливать посттерминалы, это банковское устройство, и они должны выдавать, когда покупатель приходит с карточкой, допустим, народный, Да. И здесь тоже можно будет обязательно принять, отказа не должно быть, и выдать чек ККМ нужно будет обязательно, даже при использовании таких платежных карточек. Чек ККМ должен быть, и, соответственно, за отказ у нас в использовании платежной карточки у нас тоже есть статья в Кодексе об административных правонарушениях, статья 194. Ну вот я хочу сказать о том, что все-таки, вот помните, вы много проводили мероприятий и разъяснений для предпринимателей магазина у дома. И вот к ним заходишь, у них сейчас все-таки есть система учета, да, количественно-суммовой учет, и у них вот этот процесс налажен. Потому что я вот смотрю, как работают другие предприниматели. Наверное, все-таки низкий уровень финансовой грамотности. Мы же с вами реально понимаем, что доход у предпринимателя, его все равно можно отследить. Правильно? И теневое ведение бизнеса, оно сейчас уже не является таким модным, что ли, как это было там в 90-е, да, согласитесь? Да. Сейчас тем прозрачнее, тем уровень доверия выше, вот, потому что было время даже, когда при выдаче кредитов в банке смотрели какие-то тетрадки, там вот когда бизнес вели на коленях, что-то пытались собрать доходную часть, да, то есть сейчас же это уже очень хорошо, что все прозрачно. Да, цифровизация все-таки. Цифровизация, да, и в Восточном Казахстане, вообще по Казахстану. То есть, да, по Казахстану, потому что вот мы, допустим, бываем вот в других странах, там, по-другому немножечко все. Спасибо вам огромное. Да. Вот. Спасибо, Гульмира Камильевна. Спасибо вам. Вот. Да, спасибо вам. До новых встреч. Да. До свидания. До свидания.